А ночью здесь собирался военная техника, с утра их нет. Видимо, ночью уже устали, а днем уже уехали. Вот так вот. Площадь абсолютно пустой. Караул стоит на месте. Вот так вот. Площадь абсолютно пустой. А мы с вами работаем дальше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вчера, 9 октября, из-за режима чрезвычайного положения я уехал домой, но понял, что чрезвычайное положение только сегодня, 10 числа, и решил поработать. Поработал где-то примерно с 9 вечера до 3 часов ночи, это 6 часов, да, получается. Заработал 2200 сомов грязью. Сейчас я вышел на работу, время 10:30 почти. Посмотрим, как получится сегодня поработать до комендантского часа. Хоть 1500, хоть 2000, все-таки надо работать. Вот так вот. Ну все, ждем первый заказ. Вот так вот. Итак, это называют чашка-выручалочка. Особенно ночью помогает заработать деньги. Сейчас я нахожусь уже на заказе. Это первый заказ, но по счету 6-й. После 12 5 заказов выполнял. Так, давайте я вам покажу его. Так, 8 числа 1400 заработал, 9 числа 1900 и плюс 820. Это 9-10 число, это один, получается, после 12 выполнял 5 заказов, сейчас взял 6-й. Но по сегодняшним меркам это первый считается. Вот так вот. Приехал на Орозбекова 2,2. Тут же цепочка, упал заказ сюда же. Видимо, пассажир звонит. Ну-ка. Алло. Алло, да? Здравствуйте. Здравствуйте. А что я вас не вижу? Я у входа. Где паркинг? Я вызывала Бакамбаева 115. А, нет, у вас заказ на Орозбекова 2,2. Это где у вас Бакамбаева? Вы по Орозбеков не до Бакамбаева сидите, я тут стою. Орозбекова Бакамбаева, да? Да, вы прям по Орозбекову сидите, что видите. Все хорошо, хорошо. Вот так вот. А тут стройка. Дороги и так раньше были плохими, а сейчас вообще раздолбанная получается. Вот так вот. Выполнили мы с вами уже второй заказ на 70 сомов. До этого было на 62 сома, 62 сома, 71. А вот вчера был вот такой заказ на сумму 487 сомов. Поездка, мы час ездили, но без остановки. А мы с вами ехали, знаете что? Очень ревнивая девушка преследовала своего парня, в общем, по всему городу. Ехали за парнем, девушка с подругой, его преследовала. Хотела узнать, куда он ходит, с кем ходит, сколько раз ходит туда. Ну, в общем, вот так час покатались за парнем, за одним. И за это она заплатила 500 сомов. На что готовы девушки, да? Даже не жена она, просто девушка. Вот настолько ревнует своего парня, вот так вот. А нам это просто плюс. Пускай таких ревнивых девушек побольше будет. И заказывают такси, а именно Яндекс.Такси. Вот так вот. Мы все, работаем дальше. Итак, проезжаем Дом правительства. Время 11 часов, все тихо, мирно, никого нет. Митингующих, никаких лидеров, никого нет. Вот так вот. Работаем дальше. Итак, еду делать замена масла. Когда не вовремя подошел замена масла. О, как раз работает. Буду заливать самое дешевое масло на 4000 километров. Цена будет такой же, если я буду заливать хорошее масло 8000 километров. Я лучше дешевых 2 раза за этот период буду менять, так как и фильтры будут меняться. Я думаю, так будет выгодно, я всегда так делал, чем 8000
ехать с хорошим маслом лучше по 4 и 2 раза. Вот так вот. Приезжаем, замена масла. Вот так вот. Замена масла. Так, возле ЦУМа абсолютно пусто, парковщиков нету, машин нету, людей практически нету, ЦУМ закрытый. Вот так вот, революция называется. Алло. Алейкум ассалам, ава geldim. Остановкадамын. Остановкада. Ак машина российский? Ава, ак машина, российский номер мен. О, келер ошол мен. 500 60 60 80 80 70 ушул болуш керек. Караңчы, токтолук текшерип. Жок, бул менин номерим да бул. Айтам меникине окшоштуп атпайбы? 0704 анда. Азыр так 0704. Так, токтот. Так 0704 37 37 90 90 38. Istanbul kafege. Istanbul kafеге. Жол киресин ким берет? Көркейден. Өздөрү берет. Өздөрү берет. Так, 1 2 3000 сом бердиң. Ага, всё, мага. Итак, я у него спрашиваю, номер получаете ли? Что-то он диктует, я смотрю, что-то очень похоже на мой номер. Оказывается, он мне мой же номер диктовал мне. Маршрут построен. Да, вот такие вот дела. Очень странно так звучит, когда кто-то диктует твой номер. Когда ждешь чужой номер и так диктует, смотрю, что-то на мой похож. Я думаю, ни хрена на мой похож. Смотрю, оказывается, мой. Вот так вот. Работаем. Assalomu alaykum. Taksi. Sizlarga ақша berib жіберіштілер. О, мен Стамбулдың жанында тұрам. Фотонда. Приехал за 8 минут. Получается 74 сом был. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Так, алсам. Приехал за 8 минут, был бы Яндекс, то есть Намба, если за каждую минуту платили бы по сумму, вышло бы 82. Вот такая вот разница получается. Но сегодня абсолютно нет желания ходить в Намбу. Ездить, то есть, или ходить, или ездить. Но, скорее всего, завтрашнего дня с утра, прям с утра пораньше поеду в Намба. Прежде чем позвоню я им, работают они или не работают. И поеду в Намба регистрироваться. Потом будем снимать работу в Намба. Твою мать. Вот так вот. Лекс, блин, по телефону разговаривает, ни хрена задними видами не дружит, ни хрена он нарушает. Вот так вот. Работаем, пацаны, работаем. Заказы, давайте заказы мне. Мне надо заказ. Вот так вот. Первая бронетехника. То, что я встретил сегодня на улице. Итак, друзья. Везу торты от Куликовского. Что-то сегодня очень много доставок. И это очень хорошо. Я очень люблю доставку. Так как можно ехать как хочешь, по какой дороге хочешь, на какой скорости хочешь. С пассажирами так нельзя. Они очень ранимые. Сразу поставят низкую оценку. Вот так вот. А
С посылками попроще, получше. Вот так вот. Надо же на Донецкой, то есть на Ортосайской, в такую пробку угораздить. Да? Как же я не люблю день. Чисто из-за пробок я не люблю день. Вот этот дед работает, то есть живет в 6-м микрорайоне. Раньше я несколько раз на нем ездил, он чисто бомбит, стоит и ждет заказ. Вот так вот. Вот такая вот хорошая Kia едет. Мегатакси. Мегаком, Мегатакси. Kia Picanto, Kia Morning. Машина. Интересно, да? Что за Мегатакси такой? Итак, мы приехали к Куликовскому на Ортосайской. Звоним теперь. Каневский, дом Куликовский, здравствуйте. Здравствуйте, вам торты передали, я приехал. Да. Вы на Ортосайский приехали? Да, на Ортосайский. Все хорошо, у вас какая машина? Белая машина, как с Куликовского выйдете, я с левой стороны сзади Портера стою. Все хорошо, я вас понял. Ага. Да. Вот так вот. Спрашивают, а вы на Ортосайский приехали? Я говорю, да. А куда мне еще? Куда мне еще приехать? Ждем, когда выйдут и заберут. Че ты, братишка, обратно ушел? Испугался, что ли? Видимо, деньги не взял. В карманах поковырялся и ушел. Ничего страшного, будем работать весь период режима ЧП днем и будем снимать видеоролики каждый день. Иншаллах, буду не лениться и буду снимать. Но снимать, комментировать, ездить, брать заказы, все это очень тяжело. Тяжело дается. Вот он идет. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты самом, да, там? Нет, видите, там было указано Жукеева Ахумая, там 102 вышло, но я приехал сюда, получается. Стоимость заказ. Было указано? Было указано Ахумаева Жукеева на пересечение. Сумма вышла 102 сумма. Сюда вышла. Это Ахумаева Мне пересечение. ребята сразу сказали, вам указали. Нет, они указали, вот сюда указали. Видите, смотрите, я сейчас завершить делаю. Вы еще не доехали до адреса назначения. Стоимость заказа может быть пересчитан по таксометру. 107. Всего лишь 5 сомов. Так, ну понятно, сейчас я вам туда мелочи. На оценку в приложении Яндекс.Такси. Все. Спасибо. Все, пожалуйста. Я сам закрою. Да, чуть-чуть подтолкните. Ногой, ничего страшного. Все. Вот такой вот русский пацан выходит недовольный. 5 сомов. Я бы на это глаза закрыл, если он не удивился бы. Я даже иногда бывает до 20 сомов глаза закрываю. Потому что ситуация разная бывает. А выходит недовольный. Дело принципа. Вот так вот. Работаем дальше. Сейчас я от Ортосайского рынка уеду чуть подальше. И потом включу Яндекс. Я очень не люблю ездить по рынкам. Мне это бесит. Вот это все пробка, волокита. Люди с сумками, пакетами, мешками выходят. Не люблю вот это все. Как будто у нас грузотакси. Машину пачкают, багажник пачкается. Вот так вот. В общем, опять везу посылку. Вот такие вот ключи.
Оплата безналичная. Как же я устал безналичной оплаты. Последние 2-3 дня очень много безналичных. У меня уже там на счету около 1000 даже встало. Наличные это хорошо, но у нас наличные практически использовать нельзя никуда. А если было бы это в России, то можно заправляться или еще что-то, да, или просто каждый день самостоятельно даже вывести его. А у нас, чтобы вывести деньги с таксометра, надо специально ехать в офис, там заполнять бланки, вот это все, волокита очень много. И не отключишь на наличные, если переключишь, она автоматически становится наличными и безналичными. Вот это очень минус у нас большой. Или надо требовать у Яндекса, чтобы они сделали моментальную выплату, чтобы оттуда не смогли моментально, чтобы каждый водитель мог моментально снимать деньги оттуда. Или договориться с заправщиками, допустим, Бишкек Петролиум или Ред Петролиум, договориться, чтобы мы могли, как и в России, оплачивать через таксометр. Это было бы очень хорошо. Вот так вот. Ну все, едем, работаем, трудимся. Заказы слабоватые, но так, нормально. Это лучше, чем ничего. Решил поесть фастфуд. Предлагаю вам, советую покупать дамду. Есть дамду, она халяльная. Итак, друзья, время 16:00. Я завершил на сегодня рабочую смену. Заработал 1500 грязью. Выходил в 10:30. Поработал до 16:00. Если вам это видео понравилось, ставим палец вверх. Если не понравился, палец вниз. Пишем комментарий, подписываемся на канал. Так как я работал и ночью, сегодня поработать нормально не получился, я устал. Завтра с полными силами выйду на работу, как закончится комендантский час. И буду работать до последнего. Посмотрим, сколько получится заработать завтра. А сегодня уже военное положение в городе. Военные уже на площади. Там собираются люди, дружинники, все подряд, в общем. Вот так вот. Ну все. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. До завтра.